Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Креативное пространство для развития детей и молодежи. Еще 2 организации подключились к реализации проекта. Полная поддержка в новых начинаниях. Александр Басыров вступил в должность главы Мирнинского района. Приближай будущее на технологическом фестивале «Тымны.нет». Интересное событие стартовало в историческом парке «Россия. Моя история». В реализации проекта «Парк будущих поколений» будут сотрудничать Национальная библиотека Якутии и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Сегодня на торжественной церемонии подписали соглашение. Генеральный директор целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров представил общественности проект будущего парка, его архитектурное наполнение и содержание. Напомним, стратегический проект «Парк будущих поколений» реализует по поручению главы Якутии Айсена Николаева как креативное пространство для разностороннего развития детей и молодежи, активного отдыха и полезного досуга горожан. Эти 2 учреждения являются основными партнерами при создании парка будущих поколений. Сегодня мы уже начинаем строительство самого парка, но уже в эти дни мы уже работаем над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями. И я думаю, что к 2025 году у нас уже сложится такое полноценное сообщество на базе наших 3 учреждений. К ним присоединятся еще множество других разной формы, разного характера, стиля. И мы создадим такую экосистему парка будущих поколений, которая будет непосредственно уже находиться в парке, начиная с 2025 года. А накануне Айсен Николаев принял участие в дискуссии под руководством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Мероприятие провели в рамках онлайн-форума про ДФО в Москве. Выступление главы Якутии было посвящено развитию креативной экономики и достижениям республиканской IT-индустрии. Уже сегодня на долю Якутии приходится 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. Вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт республики составляет почти 2,5%, а к 2035 году достигнет около 4,5%. Как отметил Айсен Николаев, одним из важнейших проектов является креативный кластер «Квартал труда». Резидентами «Квартала труда» станут 150 организаций, в которых создадут 1250 рабочих мест. Ключевые направления резидентов кластера – кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. Магистраль оптоволокна в села Ленского района подвели в прошлом году. В году текущем подводят линии к каждому дому за счет районного бюджета. Анна Кожевникова продолжит тему. Высокоскоростной интернет появился в Бичинче. Сегодня все соцобъекты пользуются этими благами цивилизации. В клубе благодаря интернету запустили кинотеатр. Теперь бичинчинцы могут смотреть якутские фильмы сразу после премьеры. У нас интернет уже есть, уже 5G. И то, что надо нам, онлайн-учение, онлайн-мастер-классы, посещаемость сайта, все, что связано с интернетом, уже все работает нормально, довольны. Сегодня оптоволокно ведут каждому дому, и это бесплатно для жителей. Работы производятся за счет бюджетных средств. В этом году администрация Ленского района выделила свыше 14 миллионов рублей и заключила договор с Ростелекомом для этих целей. Это у нас 10 поселений. Есть заречные районы, те поселения, которые небольшие и где позволяет местность, там будет беспроводной широкополосный доступ, так называемая технология, но это никак на качество связи не повлияет. А в остальные по технологии GPON, это то есть именно оптоволоконная линия. Если в прошлом году было протянуто оптоволокно до самого села, в этом к середине декабря все работы по подводу к частным домам должны быть завершены. В Ленском районе все сельские населенные пункты, кроме таких отдаленных, как Талон, Ярославский и Хамра, охвачены интернетом. Но и по подключению этих сел ведется работа районной администрации. Анна Кожевникова, Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Александр Басыров вступил в должность главы Мирнинского района. Инаугурация нового руководителя прошла в здании администрации.
Напомним, 28 ноября завершились досрочные выборы. За кресло главы Мирнинского района боролись более 10 кандидатов. Жители Алмазного района отдали 40% голосов за Александра Басырова. Поздравления новому главе района прислали руководитель региона Айсен Николаев, председатель Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев, главы районов Западной Якутии. Руководство Алроса также присоединилось к поздравлениям и выразило готовность поддерживать и в дальнейшем важные для района проекты и программы. Организовать собрание собственников многоквартирных домов стало намного проще благодаря государственной информационной системе ЖКХ. Возможности сайта уже опробовали жители одного из домов в Якутске, рассказывает Сарглана Неустроева. Совсем недавно перед жителями дома по улице Лермонтова стояла непростая задача – сменить управляющую компанию. Для этого необходимо было организовать собрание собственников и проголосовать, достигнув кворума. Попытки собраться всем домом предпринимались несколько раз, но безрезультатно, пока Зинаида Соловьева, активная жительница, не узнала о возможности онлайн-голосования. В нашем доме 71 квартира. И, соответственно, больше 70 собственников. Нам сказали, что можно провести онлайн. Мы сразу же спохватились, и у нас есть общая группа WhatsApp собственников дома, и собственники были готовы, поэтому так и решили. С сентября текущего года 7 управляющих компаний Якутска начали успешно практиковать новый формат голосования. Это не только отвечает современным нормам и требованиям введенных ковидных ограничений и доступно каждому собственнику, но и защищает результаты голосования от подделки. Система электронного голосования исключает возможность подделки бюллетеней, а также формирования неправильного протокола, также исключает возможность неправильного порядка предоставления информации в управление Госстрожилнадзора. Но голосование – это еще не все, что теперь стало возможным благодаря государственной информационной системе ЖКХ. Программа позволяет оплачивать счета, просматривать важную информацию по собственному дому и многое другое. В ГИС ЖКХ можно посмотреть начисления за текущие и предыдущие периоды, оплатить за жилищно-коммунальные услуги, посмотреть тарифы за жилищно-коммунальные услуги, ввести показания приборов учета, посмотреть график проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, подать обращение в управляющую компанию и органы власти. Мы принимаем обращения граждан через систему ГИС ЖКХ для проведения проверок. Закон об онлайн-собраниях жильцов многоквартирных домов был принят еще в 2020 году. На сегодняшний день государственная информационная система ЖКХ интегрирована с единым порталом госуслуг. Для удобства использования системы было создано и специальное мобильное приложение. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Всероссийский тест на знание Конституции можно будет написать завтра. Мероприятие организовало общественное движение «Гражданин». Акцию проводят ко Дню Конституции для повышения общей правовой грамотности и знания основного закона России. Участие является добровольным, бесплатным и доступным каждому. Принять участие может любой желающий старше 12 лет. Тест состоит из 20 вопросов. Общая сумма баллов за тест 20. Язык тестовых заданий русский. Общее время проведения 40 минут. Вопросы и задания теста появятся в открытом доступе на сайте организатора акции «Общество «Гражданин» в разделе «Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации». Якутянка Наталья Харлампьева вошла в число номинантов литературной премии «Дальний Восток». Накануне в Москве торжественно наградили лауреатов. Литературная премия присуждается отечественным авторам. В этом году на соискание заявилось 60 человек. После просмотра работ жюри выделило шорт-лист лучших писателей в 3 номинациях: длинная проза, короткая проза и проза для детей. Лауреатов определили в каждой из этих 3 основных номинаций. Победители получат по 500 тысяч рублей. В число номинантов премии вошла представительница Якутии Наталья Харлампьева с произведением «Признание в любви». Имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Торжественную церемонию закрытия республиканского конкурса «Воспитатель года» провели накануне. В течение 5 конкурсных дней люди, нашедшие свое призвание в педагогической деятельности, показывали свое профессиональное мастерство. Всего было представлено 30 участников со всей республики. Конкурс впервые провели в дистанционном формате. Цель нашего конкурса – это повышение престижа профессии воспитателя. И привилегии у них, конечно же,
победителя, он достойно представит нашу республику на всероссийском конкурсе «Воспитатель года Российской Федерации». Все мы знаем, и родители тоже знают, без воспитателей сейчас никуда, как говорится, да? И мы все хотим, чтобы воспитатели были очень компетентные, профессионалы своего дела. И этот конкурс как раз он служит этому. Научно-популярный журнал «Наука и техника» в Якутии отмечает 20-летний юбилей. Первый номер журнала вышел благодаря поддержке первого президента республики Михаила Николаева в 2001 году. С тех пор он выходит 2 раза в год, и издание поднимает актуальные темы, касающиеся различных сфер жизни. В журнале очень широкий спектр рубрик, всего их 35. Это и фундаментальные, прикладные исследования, лабораторные работы, медицина, сельское хозяйство, мерзлотоведение и другие. Журнал полюбили, им пользуются, он выписывается через Почту России, получает подписки многие регионы. Вот. Ну вот мы добивались того, чтобы каждая школа республики, в общем-то, имела этот журнал. И вот в решениях сегодняшнего заседания я хочу предложить, значит, учредителям нашего журнала, чтобы они посодействовали тому, чтобы выделялись средства на то, чтобы каждая школа имела возможность выписать этот журнал. Приближая будущее, на технологическом фестивале «Темны.нет». Именно так звучит девиз мероприятия, которое открылось сегодня в историческом парке «Россия. Моя история». Данное событие посвящено кружковому движению. В программе фестиваля 7 треков, 9 площадок, более 30 бесплатных мастер-классов, 10 инновационных разработок, стратегическая сессия, соревнования по киберспорту, выставки и перформансы. События проводят в онлайн и офлайн форматах, и продлятся они 2 дня. Все желающие могут принять участие, достаточно пройти регистрацию на сайте мероприятия. Наш фестиваль называется «Региональный фестиваль идей и технологий Темны.нет». Объясню, почему Темны.нет. Многие спрашивают, да? Темны – это холод, это с якутского языка мы перевели, а нет – это потому что те технологии, которые у нас есть в жизни, они уже немножко изменились, и они у нас отображаются в наших уже отраслях, которые развиваются уже немножко по-другому. Это все то, что сейчас цифровизируется, это все то, что используется искусственный интеллект, это все то, что мы преподносим уже немножко по-другому. Мы, вот то, о чем говорит Анатолий Сконович, это очень важно. Раньше вообще интернета не было, а сейчас мы летаем. И это кажется нам, что это всегда так и было многим из нас, да? А детям тем более. Поэтому сейчас то будущее, о котором мы мечтали, там, когда мы были школьниками, да, вот я могу о себе так сказать, да, оно сбылось. И теперь мы уже спокойно можем об этом говорить, и в этом будущем мы с вами живем. А у нас К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.